Всем привет, ребят! Сегодня я хочу подготовиться к завтрашнему дню. Завтра будет обкатка нового мотора Mikazu 9.8. Сегодня я решил разбавить бензин. Знаете, вот с мотором пришло вот такой буклет, и здесь все четко расписано. Можете на паузу поставить, вот так. На паузу можете поставить и прочитать, что тут написано. А здесь написана рекомендация по обкатке. Для новичка это даже очень хорошо. Отдельно буклет такой. Как бы для обкатки надо разбавлять масло на 25 литров бензина. Именно на 25 литров. Побольше масла надо заливать. После обкатки уже на этот литровый канистра уже идет бочонок на 40 литров топлива. Сегодня я буду заливать вот это масло на 25 литров. Сейчас я точно измеряю количество топлива 25 литров. С этой бочки перелью. Ну, одним словом, все точно сделаю. И уже после, как я размешаю с маслом, уже перелью вот в эту канистру. Я не знаю, ребят, сколько литров тут. Сколько литров. Но не больше 20. Даже думаю меньше. Вот это чистый бензин. Это 5-е ведро. Ну, по 5 литров я залил там бачок. Масло вот такое. Это масло пришло с мотором от компании Global Drive. И они это масло в подарок мне 2 литра поставили. Ну, отправили, то есть. Смотрю, синее масло. Вон, знаете, вот тут написано полусинтетическое 1 литр. Защита от износа написано. Увеличение срока службы свечи. Ну и минимальное задымление. Вот это масло. Вот такая фирма. Но масла все одинаковые. Самое главное вот смотреть вот эти. Это расшифровка TSV3. И все нормально. Все масла хороши. Вот так еще по предварительно второе, как сказать, фольга, защита. Ну, посмотрим. Синее масло оказалось тут. Я всегда масло отдельно разбавляю, отдельно в ведре. Как бы, особенно зимой, если масло, оно получается, знаете, масло получается густой от мороза. И всегда надо в топливо размешать и уже в основной объем залить. И все, ништяк будет хорошо. Вот такая заварка. Синее масло. Теперь все это хорошо размешать. И все четко, все равномерно размешаем. Так, смотрите, ребят, бак полный. Здесь тоже вот этот уровень показывает полный. Это 4-е ведро. Ну, 5 литров я заливаю. Примерно сюда влезло 18 литров, как и говорил. Тут, наверное, не больше 18 литров. Мне труб хлюнуло так. Уровень, я смотрю, вот здесь еще показывает. Вот уровень. А потом бензин так бахнул. Ну, одним словом, бак полный. Все, вот уровень так. Болтается там топливо. Одним словом, разбавил. Подготовился. И уже через несколько секунд вы уже будете смотреть
как я буду обкатывать новый мотор Микацу 9.8. Все это пока закрою. Остатки топлива обратно в канистру залью. У меня здесь 25 литров было. И 18 в бачок залил. Ну, примерно так. Подготовка уже. Я подготовился, топливо готово. Ну вот, ребят, я уже возле реки. Вон там река. Приехал на Гранте, самой крутой машине. Так, ну что сказать. Ребят, смотрите. В Гранту вот этот мотор Микацу 9.8 влезает прям идеально, как и Suzuki 6. Также тут у меня бак, и больше я ничего не взял. Сегодня будет только обкатка. Никуда далеко я не поеду. Там моя лодка, перевернуть, спустить надо сперва. Ну и глянем, как себя покажет этот мотор. Там с включением-выключениями я разобрался. Там, оказывается, когда чеку поставишь на место, вот там, не видно сейчас, чеку поставишь на место, эта кнопка стоп начинает работать. А без чеки он просто, вообще не работает. В комментариях также я прочитал, что все-таки у этого два положения должно быть. У меня как-то на одном положении фиксировался. Тоже мотор как бы новый, незнакомый для меня. Пока разбираюсь. Привыкаю к этому мотору. А в целом пока все нравится. Ну вот, ребят, бак подключил, подсоединил шланг к мотору. Немножко напротив солнца снимаю, что поделаешь, утро. У нас восточная сторона, за речкой. Мотор закрепил, чека на месте. Вот смотрите, сейчас вижу, как кнопка все как сказать, нажимается выключение. В принципе, все готово. Ну-ка, положение еще. Так. Раз. Одно положение, ё-моё. Только одно, ребят. Только одно положение. У Suzuki 2. 2 ступени, а у этого одно. Вот один. По мелководью идти. И все, больше нет. Второй раз уже защелкивается обратно. Короче, только одно положение. Так что ля-ля в комментариях не надо. Ну что, давайте качать и заводить. Заведется или нет, попробуем. Лодка старая. Смотрите, сколько воды уже. Очень быстро вода заходит где-то. Пробоина, наверное, есть. Так, вы даже не представляете, как я волнуюсь. Так, надо открыть. Прям все трясет от волнения. Заведется или нет хоть. Пока пустой еще. О, до груши дошел бензин. Все, груша полная. Записывает, нет хоть. Груша полная. Так, знаете, как Александр Чуркин сделал, я также сделал. Сперва просто так прогнал 2 раза. Все. Ну что, подсос. Перезалил.
контрольная вода, она вообще воду берет, циркуляция, охлаждение тоже хорошо идет. Моторка завелась, но не сразу, скажу вам. Пришлось пару раз дернуть. Наверное, в карбюраторе топлива нету, не было-то есть, поэтому как-то все. Вот сейчас на малых оборотах он работает. Звук какой-то непонятный, я не знаю, на что похож. На малых оборотах работает, ребят. Ну, на горячий прям с полоборота. Нормально работает. Будем обкатывать. Лодка длиной 5,30. Вот так выглядит в этой лодке моторка. Смотрите. Компактный, самое это небольшой. Спрашивали, почему я не взял 9,9. Отвечу, 9,9 он, конечно, быстрее ходит, но он тяжелый, уже на 10 килограмм. А этот мотор 26 килограмм я легко могу одной рукой даже донести там 100 метров и больше. Так что мне очень большую роль играет это вес. Чем легче, тем легче таскать. Да, и думаю, этот мотор справится со своей задачей. Первый запуск, конечно, у меня некрасиво так получилось. Что-то не сразу завелась мотор. Но, как видим, работает. Посмотрим, что дальше будет, ребят. Будем привыкать к этому мотору. Минусы, плюсы буду я рассказывать, показывать. Сегодня первый запуск. И сейчас я часик так поработает. И уже будем на малых кататься. Где-то пару километров я еще съезжу. Смотрите, ребят. Рыбы подошли, вот моторка тарахтит, а там ельцов до хрена, просто вон, смотрите. Я их вижу, на камеру, конечно, не показать все это дело, но их тут десятки, вон плавают. Верхоплавки. А почему-то вот именно на звук мотора они подошли. Верхоплавки плавают. Вон они. Вот, видели, как красиво. Не крупные верхоплавки. Уклейка так называемая. Уже 22 минуты тарахтит, мотор работает. 5 воды, море в лодке. Короче, уже 50 минут обкатываю. Сейчас уже скоро выеду и на малых оборотах покатаюсь. Посмотрим, как он вообще поедет или нет.
Nissan Marine, ребят. Сейчас на перегонки пойдем. Ну и на ваш. Pitchevetlin. Tuota Mikitsunen Микатсу. Тохатсу. Один в один такая. То же самое, только цвет другой. Olay böyle şeydi. Egna? Tagoy, Ha. tagoy. Oo. Julianka opkataydı işte dalımda öyle işte. Ridley. Kalın obnalı işte Julianka mıyke. Opkatayca. Bana giderse. Başka bir kapık tanıca. Да, мы 1,25 и пухты. А маяка? Это дура вкатываете, не? Сразу откатывай. Hop sırada, bir sırada. Gazda. А мы ласичкала. А, Bizler bir yerde ya. инструкция откатана. Ano, gaz. Огна. Azu. Гуляш. Тоже 9,8 Nissan Marine. Весной он купил Василий. Я сегодня на малых. Хочется также газку дать. Но, знаете, нормально пообкатаю. Первый час хотя бы. Так на малых оборотах поезжу. Видишь, как быстро он летит. Пишите, не станем, ребят. Все делаем по инструкции. Ha. Opkatывай-то! Gül motor! Через dos. Это ten губале жуган, наверное, губале таны. No. Тут река сужается, ребят. Вот смотрите, здесь все сохнет. Там чайки сидят. Сейчас пока запас воды есть, но вот этот участок полностью высохнет. И остается вот тут такой коридорчик, так называемый, где можно еще проехать. Обмелела река совсем. Вот смотрите, как узко тут. Обросло все ивами. И этого острова раньше тут не было. Все меняется. Вот, ребят, все работает, все чики-пуки. Как бы там ни было, какие бы комментарии не писали,
Вот, пожалуйста. Все работает хорошо. Обкатываем. Где-нибудь тут, ребят, я остановлюсь. Сделаем первые выводы. Два слова об этом моторе. Первое впечатление, все это надо озвучить где-нибудь. Или туда еще дальше поеду. Вон там лучше на зеленке, здесь песок. Да, вон туда. Здесь уже я дошел до места, где я зимой рыбачу. Вам показываю фильмы. Так что, кто первый раз на канале, подписывайтесь, ждите зимние рыбалки. Вот тут все время мы рыбачим. Вот где-нибудь здесь остановлюсь. Пока на холостых так тоже пусть работает, в принципе. Там трава дальше, вот здесь остановлюсь. Видели как? Опа. Пусть тарахтит, пока работает. Где-то уже с обкаткой, наверное, минут час 40, наверное, я уже катаюсь. Все работает, ребят. Видно, как контрольная, охлаждающая циркуляция идет, вода, все нормально, ребят. Время от времени как-то автоматом у меня чуть-чуть газ набираю, и он звук такой, жесткий такой вот, именно хочет вот быстро-быстро там дернуться и ехать. Ведь первое впечатление пока все нравится, ребят. Будем дальше обкатывать, смотреть, что и как я буду рассказывать. Так что все еще впереди. Самое главное, интересное. Будут еще покатушки. Это только-только начало. Вот. Немножко один болтик надо подкрутить. Вон там. Сейчас чуть позже я вам покажу. Потому что, вот смотрите, вот моторка. Вот, я уже немножко затянул, потому что он очень как-то, ну, очень, как же это сказать-то, очень ослабленный, как шатается она. А когда затягиваешь, моторка вот ровно стоит. Я уже подтянул, и все равно вот видно, как моторка вот 9.8, вот Микацу и 9.8 еще не, ну, у меня ровно стояла, вот так вот идет моторка. Видно как. Сейчас время от времени уже совсем повернет. Надо там этот винтик подкрутить. Для этого он и предназначен, сделан. Поставлен туда-то есть. Топливо я не почувствовал, что как бы за это время топливо вообще практически еще, ну, может 100-200 миллилитров ушло и все. Давайте поднимемся оттуда. Тут красиво, ребят. Сейчас я красоту вам покажу. Луг. Вот, видите как. Здесь поле было, конечно, сейчас все зарастает, но еще все хорошо, красиво тут. Можно подъехать на машине с Алексеевки, вот тут дорога есть. После обзора этого мотора, как сказать, я вот обзор поснимал и сразу пошли. Ну, конечно, кто-то желает самое хорошее, чтобы моторка долго ходила. Кто-то сразу написал, что это китайский, там еще что-то, там какие-то лохотроны начали писать, что этот сайт всех обманывает. Не знаю. Я заказал, посылка пришла. В целости, в сохранности. Ни одной царапины на моторке нету. Моторка совсем новая. И насчет обмана,
честно говорю, могут обмануть даже вот ваши соседи. Любой, кто захочет это сделать, обманет. Без обмана просто, как сказать, в жизни нету такого. И если я рекомендую что-либо, хоть какую вещь, хоть спичечный коробок, хоть моторная лодка или моторка, я от всего сердца, как сказать, это делаю. И не хочу, чтобы от меня что-то, у человека что-то случилось, что-то плохое. Я не из тех, кто бессовестен или же еще. Я все близко к сердцу воспринимаю. Даже эти комментарии, которые в адрес меня там пишут, меня очень сильно расстраивает. И если, скажем, кто-то из-за меня потеряет деньги, просто это, я не знаю, мне это очень тяжело. А вам решать самим зрителям, кто, скажем, где-то что-то покупает. Я сейчас до этого, ребят, покупал вот этот мотор, самый новый, с официального сайта, как бы с интернет-магазина выслали. А я в данный момент, сейчас вот недавно, буквально, ну, я не знаю, 10 дней, наверное, еще не прошло. Какой 10? Неделю назад. Ветрено стало. Неделю назад я место ищу, чтобы вам звук хороший был. Короче, неделю назад я брал, знаете что, Sony Action камера для, ну, запасную Action камеру для дальнейших съемок, для своих зрителей, для гостей и подписчиков, в общем, для вас, для зрителей, чтобы дальше снимать. Action камеру взял с Авито, ребят, вот там уже риск. А тут есть гарантия, как сказать, когда вы покупаете с любого магазина, гарантия, договор, все у вас на руках. А вот когда вы что-нибудь берете с рук, там уже вы можете потерять деньги или же качество уже совсем другое. Я сейчас ничего не могу сказать про этот мотор. Я с уверенностью могу сказать про Suzuki 6, как правильно там пишется, говорится. Так как Suzuki 6 я уже, наверное, лет 7 или сколько там катаюсь. Неубываемый мотор. Но есть минусы. Suzuki 6 я купил в Сыктывкаре с официального магазина. Совсем новый. Муха не сидела. Также обкатывал на малых оборотах. Прокатал 8 часов, ребят. Не поверите. Ну, кто знает, я уже не раз об этом говорил. Искра пропала. Пришлось по гарантии, поменяли там магнито. Понимаете? Японский, чисто японский мотор, не китайский. Так вышло, что искра пропала. Так что, ребят, везде риск есть. Про этот мотор. Там еще минус в этой Suzuki. Там еще карбюратор. Постоянно засоряется, постоянно какие-то проблемы. Вот это есть. А в остальном редуктор, ходовая, все прям крепче не бывает. По нашим таежным рекам ходить. А про этот мотор у меня второе видео. Первый выход на речку. Так что через годик, через сезон на другой, там через 3 сезона я уже уверенностью буду говорить, стоит, не стоит брать. Я сейчас просто так привыкаю к этому мотору. Мотор привыкает ко мне. Так что вам решать, покупать или нет. А в комментариях воздержитесь. За слово баран или еще кто там что пишет, я сразу буду бан отправлять. Держите себя в руках. Я хреновые советы не даю. А вот моторка идет. Наш Николай, сосед, на ветерке. Ветерок, в общем, за ведниками ходил. Старый мотор на ходу. Да. Да.
Идет и идет. Отзыв про ветерок 8, знаете, тоже скажу вам. Я катался на лет, может даже и 20 лет. Всегда постоянно был чумазым. Не знаю. Все время ломается мотор. Много есть топлива. Вот этот мотор как бы написано корейский. Мне в комментариях написали, что, как сказать, этот мотор китайский. Да хоть китайский, ребят. Самое главное, чтобы возил, не ломался и все. Вот этот камера, на что я вам снимаю, Sony. Сейчас в данный момент эта камера стоит 78 тысяч. Делают в Китае. Все в этом мире делается в Китае. Так что не надо ля-ля. Еда и все китайское. Сейчас уже скоро весь мир, это изготовитель, все делает, собирает в Китае. А там как повезет. В любом. Как сказать. Не только с моторками, но и с любыми вещами, что вы покупаете, как повезет. Какая у вас счастье, удача. Какая у вас счастливая рука, так скажем. Может быть, сейчас вот весной взяли две моторки Nissan Marine. Я не знаю, кто изготовитель. На Япония тоже или кто. Вот сейчас товарищ там, я снимал вам, Nissan Marine. У него моторка хорошо работает. А второй уже мотор, уже все в ремонте был. Так что Судзуки, я про Судзуки тоже сказал. Катался и, как сказать, после 8 часов у меня вот ниже, чуть-чуть отъехал от села, искра пропала, заглох, и все. Дергаешь, чуть-чуть, вот палец, свечной провод там вставил палец, дергаю, чуть-чуть такая искра, там ток идет и все. В мастерской говорят, так как может это быть, что у Судзуки там потерялась и искра там, мне не верят. Это говорит на Колян, что там оказалось там, знаете, поломка. Магнито поменяли потом. Вот такие дела. А для тех, кто, как сказать, кто не знает, где я брал, это Global Drive, интернет-магазин Global Drive. Там, между прочим, по моему промокоду, просто YouTube, в описании все оставлю, про промокоду YouTube 5% на всю технику там скидка. А там уже вам решать, заказывать, покупать или нет. Вы не маленькие. Сами думайте, на каких сайтах покупать, что покупать, как покупать. С рук покупать или же совсем новый. Сейчас я подтяну этот винтик, болтик. И, наверное, вот до туда еще до поворота сходим и буду потихоньку спускаться. Примерно, наверное, у меня выйдет где-то 3 часа сегодняшний выход на речку. Обкатка 10 часов надо просто кататься на малых оборотах. Средних, малых. Еще раз повторяюсь, этот мотор для меня совсем новый, незнакомый. Но двухтактный тоже чем хорош. Вот при транспортировке такого мотора Микацу, вот в данный момент у меня Микацу, хоть любой мотор двухтактный, при транспортировке не надо, скажем, бояться, что вот на Судзуки там в одно положение надо, можно ставить, в другое положение уже с картера масло там куда-то вытекает или еще. А этот хоть вверх ногами вози, проблем никаких нету. Можно там 5 брать, 3 лошадей, 9,9, 60 лошадей. Двухтактный он, и как мужики говорят, намного мощнее говорят. Я сейчас уже последние годы я ездил на 4-тактном Suzuki 6. И по такой реке, ребят, у нас в мелководье очень много коряг. Мотор мощный,
Конечно же, лучше летом на Suzuki 6 ездить. Не знаю, какая у него будет ходовая. Для меня это самая нижняя часть, подводная часть. Потому что у Suzuki крепкая. А вот здесь, как он себя покажет, просто я не знаю. В дальнейшем я вам буду рассказывать. А по отзывам там, знаешь, я читал в комментариях, не в комментариях, а в интернете, кто-то хвалит, кто-то вообще наоборот, только минус говорит. Да что не возьми, везде так, везде так. Ну, примерно так, ребят. Сейчас я дальше буду кататься и уже поедем обратно. Все четко работает. Что еще надо? Ну, завелся не так быстро, как хотелось, но ничего страшного. Моторка новая, и лодка скоро будет новая тоже, уже как бы лодку строю, а вот старая лодка уже все. Ну, просто он уже гниет везде, ребят, смотрите. Гниль. Хоть летом, хоть все уже. Вот, смотрите, до какой степени уже дошло все это. Даже страшно на нем ходить. Ну, пока обкатывать на нем буду, а потом осенью уже новую лодку спустим. На новую лодку уже на промысел я поеду. Знаете, большая охота еще впереди. Большой сериал. Так что подписывайтесь и смотрите. И не надо как бы сразу выводы делать. Худшее находить. Посмотрим. Время покажет. Время покажет. Буду все плюсы-минусы говорить. Вот эту чеку я сюда повесил. Ну и кнопка вот так. Все, заглох. Давайте заведем. С полоборота на горячий. Прям отлично. Давайте вот в следующий раз как себя покажет. Следующее утро, когда я буду заводить. Сразу много не буду там качать топливо. Наоборот, наверное, ему нужно меньше топлива. Не надо там заливать его. Ну, надо узнать этот мотор поближе, там, познакомиться с этим мотором. Я новичок. С этим мотором я еще, как бы, знаете, надо подружиться. Если подружимся, будет там все хорошо. И еще раз, ребят, хочу сказать, что даже когда я автомобиль покупал, я где-то вот тысячу километров проехал. И после этого только почувствовал машину. 1000 километров. И вот, знаете, вот это на УАЗике, да, на УАЗике. Вот я почувствовал. Вначале мы общий язык нашли. А когда я покупал Ладу Калину, 3000 я проехал, 3000, ребят, не поверите. 3000 километров проехал, и я почувствовал тоже машину. Вот мы одно целое стали. И Гранта вот тоже уже как бы на Гранте есть. Многие обсирают Лада Гранта, там Жигули, хуже этого мотора, там, как сказать, хуже этой машины нету, там бери иномарку, там еще, ла-ла-ла-ла-ла. Вот видите, как что пишут. А надо жить по возможности. Так что, ребят, снимаем дальше, показываем. Я как бы стараюсь вам показывать, рассказывать и давать советы по совести, честно. Не хочу обманывать никого, чтобы из-за меня кто-то страдал. А там уже, еще раз повторяюсь, вам решать, что брать и где брать, как брать. Ладно, сейчас я затяну вот. Знаете что? Где этот винтик-то? Болтик-то есть. Вот он. Вот. Вот этот болтик надо чуть-чуть затянуть. Вот он самый как бы ходуном ходит. Подтянуть, и он будет так стоять равномерно.
Вот. Вот одно положение. Вот это понятно, одно положение. Все, он спускается. Одно положение, ребят. Я думал, там у Судзуки два положения. Шлач, один щелчок и второй щелчок. А здесь только один. Так что, ребят, вот так. Так, все, попробуем так. Немножко подтяну на полуоборота. Короче, под крышкой что-то. Маховик крутится. Нигде ничего не течет. Все герметично, вроде как потеков никаких не вижу. Хотя очень много масла тут. Посмотреть. Если где-то какой-то сальник не держит, уже все пробило бы давно. Пока все ништяк. Катушка тут. Ну и магнито там под маховиком на она. Когда газую, панель, так называемая, магнито, ходит туда-сюда. А у Suzuki 6 он стоит на месте. В принципе, все хорошо. Дошел уже до устья Таежной реки. Вот тут за речкой шалаш такой небольшой, скрадок. Здесь обычно рыбачат, на машине сюда доезжают. Вот рогатина постоянно тут. Там кострище. И глубокая яма. Здесь, между прочим, очень глубоко. Очень. Прям вообще жесть. Сейчас немножко газку дам. Чуть-чуть. Вот тут Таежная речка. Но здесь развернусь и обратно поеду. Уже чуть-чуть с прибавленным газом. Река высохла. Вот Таежная речка, ребят. Ну все, поехали обратно. Сейчас поднялся ветер, волны даже есть. Ну чуть-чуть прибавлю так обороты. Примерно вот так, на такой скорости сейчас обратно поеду. 2 часа уже, 2 часа обкатки. Первый час минимальный, на ходу минимальном, а сейчас уже чуть-чуть можно одно-второе
написано 1/2 можно добавить уже. Ребят, сейчас я полный газ дам. Посмотрим. Ужас. Вот это да. Вот это да. Вот это да, ребят. Я уже, блядь, давно так быстро не ездил. На шестерке так пыхтишь, едешь, а этот вообще волны откидывает, как вихрь 20. Вот это мощь. Вот это да, ребят. Вот весной на нем кататься самое то по большой воде. И думаю, у меня новая лодка под этот мотор самое то тоже будет, потому что он длиннее. На маленькой лодке я не советую никому ездить на мощных моторах. Ошибки не любит вода. Это да, ребят. Здесь волны нету, сейчас еще дам газку. Это пипец. Такой адреналин, ребят, почувствовал я. Эмоции зашкаливают. Вот это мощь. Прям лодка вот такая, а потом газ дашь, он поднимается и газку как пуля летит. Я последний раз, знаете, я на Вихрь 20 катался так быстро на этой лодке. На средних оборотах Вихрь 20 ездили мы, когда я строил вторую избу. Это считай 20 лет уже этой лодки. Ё-моё, блин. Ну поэтому еще гниет. Все, хана. Не, мотор реально зверь. Пипец. У меня просто сбылась мечта, ребят. Я давно мечтал о 9.8. Реально, блин. Для весны такие мощные моторы вообще класс. Фу, вот это да, класс. Я просто, ну, честно, я очень рад. Ладно, потихоньку буду так дальше идти. Ну, до села не так далеко уже осталось. Ну вот, приехали. Ну что, ребят, давайте будем заканчивать. Первый выход на речку с новым мотором Mikazu 9.8 от компании globaldrive.ru. Первое впечатление хорошее, мотор очень быстрый. Сегодня мы обкатали 3 часа, примерно 3 часа. Еще 7 часов будем обкатывать на средних оборотах. И уже будем ходить в походы. Пока все нравится. Следите в дальнейшем, что будет происходить. Буду рассказывать, показывать. А на сегодня все. Всем пока. Все координаты, кому интересно, откуда мотор, оставлю ссылку в описании. Вон он, красавчик какой. 9.8. Мне вполне достаточно. Слишком быстрый мне не нужен. Все, пока.